Здравствуйте, друзья! С вами Татьяна Шабардина. И мы продолжаем беседы о классической музыке. Сегодня композитор Рашид Зиганов расскажет о содержании, создании, мотивах его 7-й симфонии Гельмиза. Эту симфонию Рашид Рахимович посвятил своей матери, Кашифе Гайнетдиновне Зигановой, в девичестве Гемалетдинова, где-то ее трагической судьбе. Кашифа Гайнетдиновна была из старинного башкирского рода, дочерью муфтия. И он увидел взаимосвязь ее судьбы с башкирской легендой Гельмиза, где Гельмиза – это башкирская принцесса, похищенная из родного дома. Именно в этой симфонии особенно чувствуется в интенционном строе его башкирский ген. И сейчас Рашид Рахимович расскажет, в какой период его жизни создавалась 7-я симфония, почему именно башкирская легенда Гельмиза связалась с судьбой его матери. Сложно точно определить год написания 7-й симфонии. Так и писалась она с перерывами. Есть время начала работы над каждой частью, время завершения отдельных частей, а также время первого исполнения, редактирования и приобретения 7-й симфонии Министерством культуры. Все это разные даты. Условно можно определить этот период как 2011-2012 годы. Но окончательный трехчастный вариант был отредактирован только в 2015 году. Первое исполнение симфонии номер 7 прошло в концертном зале Уфимской академии искусств имени Федора Ивановича Шаляпина 15 мая 2012 года на юбилейном творческом вечере моего 60-летия. Я дирижировал симфонией сам, сборным оркестром преподавателей и студентов Академии искусств. Исполнители на курае Ильнур Хайрулин, флейта Инна Фоменко, Мушек, Микаэлян кларнет, Анвар Фатахов ударные, Зульфия Вагапова, Диана Мухамедьярова скрипки, Рустем Хамидуллин виолончель, Илья Метлин кубыс, кларнет заслуженный деятель искусств профессор Ильдар Султанов, партия фортепиано Алсу Бадретдинова. Посвящение симфонии маме связано с тем, что в 2012 год это 10 лет со дня ухода из жизни моей мамы Гемалетдиновой Кашифы Гайнетдиновны. От нее я впервые услышал об этой легенде, где она в чем-то ассоциировала свою судьбу с судьбой Гельмизы. Конечно, это разная трагедия, но общая здесь потеря родной земли, родного дома, привычного образа жизни. И для маленькой девочки это огромное несчастье. Родители моей мамы были раскулачены, репрессированы. И бабушке пришлось скитаться по районам. Позднее она села в Уфе вместе с 3 маленькими детьми. И вот младшая девочка – это как раз моя мама. Об этой истории не принято было разговаривать у нас в семье. История дедов и прадедов была трагична у многих жителей Башкортостана, когда были раскулачены, расстреляны лучшие люди страны, самые талантливые и образованные, хорошо знавшие историю родного края, ее легенды. Есть несколько версий легенды, но самое гнусное описание в исследовании Рыбакова «Музыка и песни уральских мусульман», где он пишет: Гельмиза – это имя девки, которую украл разбойник и которой потом не нашли. Возмутительная необразованность и незнание культуры древних башкир, где красавица принцесса Гельмиза называется девкой, такое непочтительное отношение и высокомерное отношение к башкирским героям, принцессам, князьям, к биям иногда встречается в исследованиях до и после революционных авторов. При этом древнегреческий, гомеровский эпос переводится на русский язык с удивительным подобострастием и преклонением. Меня всегда удивляли переводчики, особенно художники, которые описывали быт и жизнь древних башкир, как очень бедные и бледные. Древнегреческие хозяева маленького островка описывались как цари, императоры без штанов, а обладатели одной лошади были богатейшими людьми, патрициями или всадниками даже в Риме. А обладатели огромной вотчины в Башкирии
с золотыми рудниками, несметными отарами овец, стадами лошадей были просто подданными, инородцами или дикими скотоводами. При этом они ходили в шелках и парче, серебром и золотом отделанные стремена и сбруи. Вот такая вот историческая несправедливость. Теперь о содержании симфонии. Первая часть. Ну, здесь прозвучит кусочек. Начинается симфония вступлением, где после грозы рассеивается предрассветный туман и звучит, описывается эпизод похищения Гельмиязы. Дальше, как обычно, погоня и неудача в поисках девушки. Это главная партия. Следующий эпизод – побочная партия. Гельмияза попадает в загадочную восточную страну. Но красота далекой страны ее не радует. Возникает тоска по родному Уралу. Украденная и увезенная на чужбину, она помнит родной язык, родные песни и поет их. Однажды ее слышит Батыр, герой Садык. Он освобождает и возвращает ее в родной Урал. Лично моя версия, то есть мои детские впечатления о легенде выглядят так. В стародавние времена жил-был в одном царстве-государстве князь Исмагил. Была у него дочь, принцесса, красавица Гельмияза. Как-то раз утром, в погожий летний день, собрались женщины по ягоды. С ними маленькая Гельмияза. Но неожиданно поднялся ветер, раздался гром и молния, появился злобный враг Кидрас. Желающий отомстить князю Исмагилу, воспользовавшись суматохой, он похищает принцессу и увозит ее в восточные края, где продает за огромные деньги одному из императоров Востока. На спасение принцессы была отправлена погоня. Но все кончилось неудачей. Много дорог прошли в поисках пропавшей. Все было бесполезно. Князь Исмагил объявляет награду за спасение принцессы, руку и полцарства в придачу, и Батыр, герой, Садык, поклялся найти и вернуть принцессу домой. Садык сдержал свое слово, привез Гельмиязу со словами: «Вот, великий Исмагил, я перевез тебе дочь. Выдай ее замуж за того, за кого она пожелает выйти», — сказал он. О том, что происходило дальше, легенда умалчивает. Однако песня Гельмизы осталась как гимн любви и верности Родине. Именно это придает произведению высокое этическое звучание. Есть еще очень много версий, не только моя личная. Вот еще одна версия. Предположительно, песня лирическо-драматического характера Гельмияза создана в XVI веке. Это период окончательного распада Золотоордынской империи. В песне упоминаются Бигбауби и Искаби, как современники героини. Надо понимать, что Би – это статус богатейшего правителя, князя и царя вотчины, то есть родового имения, родового улуса. Позднее, в революционное время и во времена гражданской войны, когда народ обнищал, сказители стремились приблизить образ принцессы к своему нищенскому существованию, перестали появляться детали, показывающие ее высокий статус, и очень многие считали, что Гельмияза – это жительница их деревни. Появляются разнообразные версии. Согласно Бурангулу, Гельмияза сложена известной среди бурзян исполнительницей народных песен Гельмиязой и отражает события ее жизни, связанные с ее пленом. Другая версия, по версии Карима Диярова, автором песни была девушка по имени Гельмияза из деревни Тагирова, Карагаки-Кипчакской волости Ногайской дороги. Ныне это деревня Верхне-Тагирова Баймакского района, потерявшаяся в раннем детстве и выросшая на чужбине. Есть некоторые отличия варианта Карима Диярова. Например, однажды, спустя много лет, джигит по имени Сагит проезжал в далеких странах и около одного селения услышал удивительно красивую мелодию. Что это за песня?
она напоминает мне наши края, наши родные напевы. Подумал и подъехал ближе к дому, стал слушать. Это была Гельмиаза. Посмотрела она в окно и увидела красивого богатыря, сидевшего на коне в седле, богато украшенном серебром. Джигит спросил, а нельзя ли войти в дом, красавица? Девушка согласно кивнула головой. «Кто ты? Как здесь оказалась?» Гельмиаза поведала Батыру о своей горькой судьбе. «Спой еще разок», — спросил ее Садык, Батыр. В это время пришли подруги Гельмизы и упросили-таки ее повторить песню. И тогда Гельмиза запела. «Остались камушки забава детских лет на Каратау, но меня там нет. В 7 лет невольницей стала я». И так далее. Садык, очарованный печальными и трогательными песнями Гельмизы, вскоре отправился домой. Приехав в родной край Гельмизы, он рассказал все отцу, ее отцу. «Великий князь Исмагил, я нашел твою дочь, могу привести ее домой. Если Гельмиза вправду жива, и ты можешь привести ее, то отдам за тебя замуж и полцарства в придачу», сказал князь. Но это типичные варианты легенды, потому что много девушек терялись, были украдены, и имя Гельмиза встречалось очень часто. Так что совпадение может быть. И все эти варианты я попытался описать в своей симфонии. В симфонии я все-таки базировался на своей собственной версии, где музыкальными образами я описал события и показал истинную красоту быта башкир, шелковые парчевые одежды сказочного мира той эпохи. Первоначально я планировал создать балет на эту тему с красочными костюмами, с собственной драматургией. Но сложности, которые испытывал я во время прослушивания других своих балетов в оперном театре, вынудили меня отказаться от этой затеи, несмотря на то, что была поддержка балетмейстера Индуса Хайбуловича Хабирова, его помощь в продвижении и прослушивании моей музыки в художественном совете театра. В оперном театре вечно не хватало денег на постановки. Думаю, что и балет бы не был приобретен и поставлен, поэтэтому я попытался сделать более удобный вариант. Это симфонию Гельмиаза. И вообще мне кажется, что возможности культуры республики и оперного театра только тогда проявятся в полной мере, когда появятся новые меценаты, предприниматели, когда разбогатеет народ республики, когда появятся продюсеры, культура станет выгодным бизнесом, разовьется образование во всех областях культуры и искусства. Это моя такая мечта. До сих пор я откладываю полномасштабное исполнение моих новых симфоний и балетов, рассчитывая на то, что со временем наладится экономическая ситуация в республике, улучшится психологический климат и отношение к культуре и искусству. И порой мы даже почти приближались к этим периодам, когда вдруг экономика у нас как-то улучшалась во времена последнего президентства Муртазы Губайдуловича Рахимова. Но прошло 10 лет, а ситуация никак не стабилизируется. До сих пор видео и аудио исчезают, теряются, радио и телевидение не сохраняют эти материалы. Сохраняется только то, что я оставил и сохранил в личном архиве, оставил в интернете, в облаке. Большие проблемы также и с гонорарным фондом, и в общем как-то так. В 90-е годы ты мог уехать из России. Твоя мама сказала, что твоя родина здесь, и ты должен остаться на родине. Ты остался. Пожалел ли ты об этом когда-нибудь? В разные периоды жизни у меня были противоположные ощущения. Когда я мог свободно путешествовать по миру,
Я считал, что заветы матери были правильными. Но когда границы закрывались, когда возникали сложности экономические, я не мог получать современную информацию, новые технологии с трудом проникали в республику, возникали ограничения в передаче информации студентам, и у меня возникали сомнения в правильности Если моего сегодня решения. молодой человек тебя спросит, уехать в более благоприятную страну или остаться в России, Обычно я говорю, что познать окружающий мир можно только посмотрев на него с разных сторон. Поэтому продолжение образования может быть и в другой стране, более развитой. Но в целом я агитирую студентов потом вернуться на родину, получив необходимые знания, чтобы усовершенствовать и улучшить свой собственный дом, развивать свою науку, культуру. твоя мама была руководителем большого коллектива. Она подавляла твою самостоятельность, индивидуальность. Моя мама обладала природными талантами в различных областях, и в педагогике в том числе. Поэтому она очень мягко поощряла мою самостоятельность, инициативу, критический взгляд на мир, пытливость ума и настойчивость в достижении цели. Она никогда не подавляла мои стремления. Я самостоятельно принимал все решения, где учиться, начиная уже где-то с 13-14 лет. Чем заниматься. Благодаря ей я не был ограничен в финансовом смысле в выборе профессии, учиться в любой школе, консерватории, в спортивных школах, в кружках в различных областях. Мама отправила меня в школу-интернат музвоспитанников, но дальше я уже в училище сам пошел, подал документы и, в общем, как-то абсолютно всю структуру своей жизни прочертил самостоятельно. Что является самым главным, полученным от мамы? Основным является генетический потенциал. То, что мне передала мама от предков на генетическом уровне. Я, не затрачивая слишком много времени и усилий, мог с легкостью осваивать различные профессии, иностранные языки, не напрягаясь, учился на отлично. Но разнообразные способности несли негативный характер. Это распыление энергии, в различные, значит, вот, разбрасывание, потеря времени. Я мог быть хорошим математиком, хорошим инженером, может быть художником. По отцовской линии я мог быть балетмейстером. Я танцевал у отца, немного занимался танцами. Мог быть спортсменом, выполнил нормы кандидата в мастера спорта. В Киеве даже на первенстве в Киеве там выиграл. Вот. Но выбрал я более трудоемкую для меня область. Это искусство и музыку, как бы двигаясь по пути наибольшего сопротивления. Ну, на этом все. Всем счастья и здоровья. Это все, что я сейчас мог сказать вам о седьмой симфонии. Какие-то замечания или полный вариант рассказа можно будет получить на сайте по ссылке, то есть приобрести, скажем так. Если кого-то интересует седьмая симфония, ее материалы для диссертации и прочих полезных вещей. На этом я прощаюсь с вами. Счастья и здоровья.